Вы смотрите программу «Актуальное интервью» в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. В республике дан старт республиканского кадрового конкурса «Якутия вперед» для муниципальных команд. Сегодня об этом мы поговорим с Натальей Кашпирской из Высшей школы менеджмента при главе республики. Наталья Альбертовна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите для начала вообще, что такое кадровые конкурсы, в чем вообще специфика конкурса вот именно в этом году? Да, спасибо большое. Вы знаете, кадровые конкурсы — это вообще очень мощный институт, очень мощный механизм, который в нашей республике используется на протяжении многих лет. Это механизм отбора лучших из лучших, тех, кто может быть включен в резерв управленческих кадров, тех людей, которых можно рекомендовать на лидирующие позиции управленческие в нашей республике. И, конечно, от тех вызовов времени, которые поступают в адрес управленцев нашей республики, формируется этот конкурс. Они отличаются, видоизменяются, но, в принципе, наверное, так и должно быть. Каждое время дает новые вызовы. Помните, наверное, был конкурс «Министр». Это был очень интересный проект, и там формировались команды из разных ведомств, и каждый из ребят пытался себя проявить. Позже это были таланты, и там уже каждый за себя. Мы делали оценку профессиональных компетенций людей. И вот теперь новый формат — это «Якутия вперед». Причем здесь надо сказать, что мы формируем команды уже из одного муниципального образования, то есть команды единомышленников, которые территориально относятся к какому-то улусу либо району. Мы подумали о том, что это очень неплохой вариант, потому что вы понимаете, что значит, когда обучился один человек на каких-то курсах. Многие, наверное, учились сами. В итоге мы приезжаем, все очень здорово, все очень интересно, но запустить это все в жизнь не представляется возможным, потому что нет единомышленников. Либо они говорят на другом языке, что называется, понятийный язык другой. Поэтому мы подумали, что если мы будем учить целую команду из одного муниципального образования и решать ту задачу, которая непосредственно актуальна в этом муниципальном образовании, эффект, наверное, будет лучше. Вытекает сразу вопрос, как вообще формируется тогда такая команда из улуса и вообще в чем ее? Да, вы знаете, они формируются не потому, что глава, например, хорошо знает именно этих людей. Да? Нет, конечно. Сначала определяется проблематика, то есть какая тема для улуса является наиболее актуальной в данный момент, и потом уже под решение задачи, которая сформирована, подбирается команда. То есть для кого-то это культура, и тогда там в основном идут люди из социальной сферы. Если это экономическая тема, то, конечно, там идут люди, связанные с экономикой, с финансами. Но самое главное, что вообще общение сначала началось с главами муниципальных образований. Буквально несколько месяцев назад они собрались на базе Высшей школы инновационного менеджмента для того, чтобы мы им вообще рассказали об этом проекте. Они очень заинтересовались им, и они прекрасно понимают, что сейчас в современном мире очень важно иметь хорошую, мощную управленческую команду, которая с небольшим количеством денег, оптимизировав какие-то внутренние ресурсы, сможет разработать тот проект, который максимально будет полезен жителям того или иного района. Поэтому главы-то сразу поняли, что это очень хорошая тема. И вот 9 человек — это команда. И в зависимости от тематики формируются эти 9 человек. То есть нужно достаточно с активной жизненной позицией быть, чтобы быть в команде? В том числе, да, в том числе. Конечно, если там в проекте будет популяризация какого-то явления либо процесса, то там нужны будут молодые, энергичные люди. А если там будет проект связан непосредственно с расчетами какими-то, то, может быть, уже и другого плана люди нужны будут. Одним словом, все зависит от тематики. А вот с несколькими проектами можно войти? Да, вы знаете, можно, конечно. И вот я буквально специально попросила взять статистику на данный момент. Я хочу сказать, что вообще разработана целая дорожная карта, и у нас все заявки принимаются до конца текущей недели. Осталось совсем мало времени, чтобы войти в этот проект. Вот у нас что получается по факту на данный момент? У нас 4 улуса выдвинули по 2 команды. Это тоже мог сделать каждый, в общем-то, глава, но всего 4 решились на это. При этом обратите, пожалуйста, внимание на то, что всего уже заявлено 29 команд. 29 команд умножаем на 9. Это у нас в данный момент 261 человек уже заточен на то, чтобы преобразовать что-то вокруг себя. То есть люди уже сейчас погрузились в этот проект. И вот очень интересная тематика, если посмотреть. У
У нас выбирают экологию, образование 2 команды выбрали, туризм 3 команды выбрали, кадровые процессы 3 команды выбрали. Но самой большой популярностью пользуется культура. 5 команд выбрали именно тематику, связанную с культурой. Вот, поэтому, мне кажется, будет интересно, и такое поле очень разнообразное получилось. И вот в зависимости от этого расклада и формируются команды в настоящий момент. До конца этой недели они все будут сформированы и оформлены заявки. Вот если раньше, например, в их муниципалитете не решались проблемы, то с этим вот конкурсом, полагаю, вот будет решаться, да? Ну да, мы очень надеемся на это, потому что вообще целая дорожная карта разработана, и мы смотрим поэтапно, какие этапы будут проходить наши участники. Значит, формируются команды, после этого начинается дистанционный этап обучения. То есть мы учим управленческим технологиям, прорабатывают этот проект ребята уже на основе тех знаний, которые они получили. После чего будет отбор, оценка каждого, отбор, и из 9 будут отбираться 5 лучших, самых активных, пожалуй, вот, и те, которые получат по результатам оценки лучший вариант. После чего они приезжают сюда, это сентябрь текущего года, приезжают на очное обучение. Эти команды уже по 5 человек, и здесь проходят методом погружения не только обучение, но и продолжают нарабатывать, наращивать мясо на свой проект, что называется. После чего, почему раньше не решался, возможно, он и теперь решится, потому что у каждой команды будет свой наставник. Наставник из органов исполнительной власти, из правительства нашей республики. То есть это те люди, которые имеют полномочия принимать решения. Поэтому будут смотреть, насколько перспективен проект, как его можно продвинуть на уровне муниципалитета. Поэтому это уже не у себя в УЛУСе закрытое какое-то решение, закрытая команда, либо человек остается, глава УЛУСа, со своими проблемами наедине. Нет. Вот теперь об этой проблеме знают все, и мы пытаемся вместе решить ее, и я думаю, что это получится, скорее всего. А вот чему будут вот учиться, как будет вообще проходить, да, защита проектов, вот, когда будет Да, финал? это вообще весь проект закончится в конце этого года. То есть дорожная карта, она выглядит вот так. Да, вот посмотрите, это много этапов всевозможных. И в конце этого года, в декабре, будет защита. Защита здесь будет в городе Якутске. И в качестве экспертов будут присутствовать те люди, которые непосредственно представляют ту отрасль, которой посвящен этот проект. То есть это люди, которые могут внедрить предложенные, выработанные решения уже непосредственно не только на этой территории, но и, может быть, сделать достоянием всей республики. Вот. И кроме этого, конечно, за этот период и в дистанционном, и в очном формате ребята получат все необходимые инструменты и механизмы для того, чтобы проработать свой проект. Ну, в общем, одним словом, от этого обучения выигрывают абсолютно все. Ну, во-первых, глава, потому что у него получается на руках упакованный проект, который можно внедрять. Сами ребята получают проект и свое место в нем, в обойме управленческой. А во-вторых, у них есть шанс засветиться на всю республику, заявить о себе и, в конце концов, может быть, даже войти в резерв управленческих кадров и получить после этого хорошее назначение, то есть войти в управленческую команду республиканскую. Ну и кроме этого выигрывают все жители районов, потому что эти проекты, они созидательной направленности, согласитесь, и нацелены в основном на то, чтобы облегчить жизнь жителей. А как, кстати, вот защита проходить будет? Ну вот защита будет проходить в живом формате, очно, в присутствии экспертов. И самое главное здесь не перегнуть палку. Мы с вами уже, к счастью, живем не в 90-х, и даже не в 2000-х, когда просто просили деньги. Вот сейчас уже никто не просит деньги, а мы понимаем, что с минимальными экономическими потерями нужно разработать максимально значимый проект, который принесет максимальную пользу. Поэтому производительность труда сейчас это наш флаг, это ориентир, которого стоит придерживаться. Поэтому проекты вот будут такие, скажем прямо, не просто нам требуется 32 миллиона рублей, и без этого мы ничего не можем сделать. Да? Поэтому управленческие технологии, которые мы учим, они позволяют оптимизировать все процессы, которые есть непосредственно уже сейчас запущенные. Вот. И, может быть, найти там скрытые резервы для того, чтобы с меньшими потерями добиться того же результата. То есть вот такой вот
А есть вот примеры вот от улусов, вот наиболее Да. какие-то вот проблемы вот интересные какие-нибудь? Да, ну вот Какие смотрите, должны- да, еще не все определились, это Да, да. абсолютно точно. Но у нас есть, например, в Нерюнгринском районе заявляются две команды. И здесь одна тема — это туризм, непосредственно разработка туристических маршрутов, может быть, даже включая города России и Китай. То есть, может быть, какое-то новое кольцо у нас появится, да, здорово же. Вот, но, по крайней мере, турмаршруты. И экологическая тема тоже интересует администрацию Улуса. Я сегодня буквально по телефону разговаривала с главой. Здесь, конечно, урегулирование вопроса спонтанно возникающих свалок. То есть, возможно, это будет какая-то платформа, где каждый житель может увидеть это место, отфотографировать его с координатами, отправить на какую-то платформу для того, чтобы оперативно реагировать на это. Ну, то есть подходы к решению экологических проблем. Мне кажется, это очень интересно. Вот. Кроме этого, есть развитие кадрового потенциала. Вот, например, Татинский район и либо все севера, их, конечно, очень интересует кадровая политика вообще, и что можно сделать для того, чтобы привлечь кадры, которых так недостает в Арктике, и оставить у себя, то есть закрепить эти кадры, не просто на определенный срок их привлечь, но и оставить навсегда, возможно, у себя хороших специалистов. Поэтому кадровые вопросы, они очень интересуют. Конечно, Нерубинский район, перед которым стоит задача спортивные игры народов Республики Саха-Якутия, тоже рассматривает, что можно сделать так, чтобы провести их более интересно, с меньшими затратами. Ну, то есть каждый район имеет свою специфику проблематики, которую считает приоритетной. Ага, ну вот, Наталья Альбертовна, напоследок все-таки те, кто еще не успел подать заявку, как вообще, куда обратиться, по каким номерам Да, вы телефона? знаете, у нас вот на данный момент сегодня мы еще не имеем заявки от 10 улусов, то есть у нас еще, коллеги, есть целая неделя на то, чтобы это сделать. Номер телефона, по которому можно уточняющую информацию получить, это 8 996 120 41 89. Вот. Либо обратиться в Высшую школу инновационного менеджмента, где каждый из наших сотрудников поможет вам и определиться с темой, и необходимые документы по заявочным получить. Спасибо, Наталья Альбертовна, что сегодня к нам пришла. Действительно было интересно. Надеюсь, как можно больше участников Спасибо. придет с конкурса. Я напомню, это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.